отсюда, да? Максим Живетьев, руководитель Совета молодых литераторов. Это Юра. Ну, рядом сидите. Главный редактор журнала «Аз-Арт». Интересное такое название. «Аз-Арт». Города Иркутск. Прозаик. Пробует себя. Кто из вас в поэзии пробует? Ну, мы пробовали себя и в поэзии, и в До 30 прозе. лет все пробуют. Да, но Кто не в итоге, пишет да. стихи? Юрий Харлашкин, руководитель, опять же, Совета молодых литераторов города Иркутск. Совет молодых литераторов в городе Абакань тоже существует, ну, то есть по Хакасии. Если кто-то из вас желает, вы можете туда, ну, кто-то уже входит, да? Рескол, город Кызыл, республика Тыва, поэт, ну, по совместительству поэт, а так редактор литературной части Национального театра имени Виктора Кукула. Уже, да? Уже драматург, пишущий пьесы есть уже. Ну, потом, Вот как поставят в театре, как будет драматург. потом уже по ходу... Пока не поставят, значит драматург Каждая еще. себе. Вера Дорошева, да, вчера очень хорошо о себе рассказала, что она работает в газете «Хакасия». И спела хорошо. Поэт. Юлия Еремилина, первый раз познакомились, когда она участвовала в конкурсе. У нас ежегодный конкурс литературный «Радуга талантов». Победителем она стала в 2019 году. 19-20. 19-20 еще. Ну, в 2020 году у нас лагерь состоялся онлайн, поэтому мы вот вас сегодня привезли вот нынче. Карим Тугужеков, прозаик, пробует себя в жанре, да, романа, уже созрел для романа. Сегодня или в ближайшие дни мы все-таки познакомимся, что да как. Пишет по мотивам хакасского фольклора. И по совместительству, ну, основной вид деятельности видеооператор, да? Нет, ну я учился же на кинодраматурга. Ну, тоже драматург. Ну да. Кино. Ну, кино, но вообще искусствовед кинодраматург. Ну, начинали мы опять же также... Ну, 2 фильма у тебя уже есть? Ну, не 2. Не 2? Уже больше. А ну сейчас, я помню про лошадку. Уже больше. Ну, уже, да, стажист большой опыт имеет. И, опять же, уже с 15-го года, наверное, сотрудничаем, да, с Домом Ну да, литераторов. прям как с самого начала получается. Так, Илья Новиков, наш неоднократный победитель «Радуги талантов» конкурса, и, соответственно, после чего он является участником литературного лагеря. С какого года, точнее? 16-го? С 16-го, наверное, Ну, да. со 2-го или с Ну да, 3-го? какое-то время пропускал, ну, или не пропускал. 18 я пропустил, а так я был 16, 17, 19. Тоже стажист, Ну, уже матерый. Евгений Ворожцов, студент Хакасского государственного университета, институт какой? Естественно, наук и математики. Институт естественных наук и математики. Первый раз посетил лагерь, поэт и, видимо, ну, да, постоянный участник конкурса «Радуга талантов» также. Хорошо. И Елизавета Чебачакова, у нас студентка 2-го курса Института филологии, да? И межкультурной коммуникации Хакасского отделения. Первый раз здесь, так же как и Сеня Такаякова, да, вы студенты, вы с одной группы, 2-й курс, студенты Хакасского отделения Института филологии и межкультурной коммуникации. Пока ничего не пишут, но пробовали писать себя, пишут на хакасском языке. И мы надеемся, что по итогам окончания этого лагеря у вас что-то родится, как и у всех остальных. До 1 сентября. Что-то Чтобы что-то родилось. Ну и по окончанию лагеря мы по традиции публикуем ваши подборки, самые лучшие, которые вы потом отредактируете, в антологии молодых авторов. Вот это до 1 сентября надо сдать. Да, ваши рукописи мы примем электронно. Да, Вот больше это вот никто самая говорит, молодая. никого не будет. Да, А то по антология полгода 19-го уговаривали, года. чтобы...
Ну, Ну, все, в нас прошлом, в 19 году ребята отработали неплохо. Ну хорошо. Да, то Ну есть вот он и там получился сборник. особых пинков не нужно было, то есть один клик, и ребята раз уже свои рукописи отправили. Я думаю, что в этом году мы тоже так же оперативно сработаем. Чем быстрее мы сработаем, тем быстрее книжка будет. и потом вам авторские экземпляры Да. разошлем. Но это не с Бимаевым будут работать. Да, у нас есть Анатолий Бимаев, руководитель Совета молодых литераторов города Абакан. Вот он будет редактировать ваши работы. Кандидат филологических наук. Член Союза. Да, и самый молодой член Союза писателей России. Касси. Россию Россия. написали. Даже, ну, он член России, но есть еще моложе, да? Есть моложе, Есть еще моложе. А кто у нас моложе? Сейчас ребята расскажут. Не, ну Нет, мы имеется это не в виду, берем. я Я как- имею в виду территориальную Россию. На территории Хакасии, что ли, кто-то еще? Нет. Нет, это по России, если говорить, тогда, конечно, он У нас сам. самая молодая была Ольга Дмитриевна, ее 18 лет приняли. Ой. Дмитриева. Да. На семинаре, в Всесибирском семинаре, по-моему. Юрий Анатольевич Черчинский, у нас прозаик, детский писатель, детский автор, редактор Дома литераторов Хакасии, также ваши рукописи все просмотрит. И ну, регалий много заслуженных. Да, можно не работник перечислять. Хакасии. Он с вами поработает по прозе. То есть мы сейчас ознакомимся по презентациям литературы каждого региона. И в дальнейшем уже соберем общее собрание, общую встречу по прозе. Затем перейдем к Сергею Александровичу Майнагашеву, Сибдейтом, больше, да, как бы по душе. Камеру надо развернуть на 350. Сибдейтом, поэт, блогер, музыкант, пишет роман в стихах на хакасском языке, написал, является автором романа в стихах. И также очень активно в интернете публикуется, дает уроки, обучает хакасскому языку. То есть вы можете спокойно набрать в ютубе Сибдейтом и найдете все уроки, все, что связано с Сибдейтом. Сейчас, по-моему, руководитель литературного объединения же, да? Не руководитель, это я просто консультант. Да, Да, еще участник. у нас вот Совет Карина молодых литераторов Литулмаева. на русском Ну, конкурс языке, был, а да. вот на хакасском языке помогает куратору хакасского отделения Совета молодых литераторов. То есть у нас тоже даже хакаскоязычных есть. Я Ну, по хакасскому языку только профилируюсь, по русскому языку как бы нет. Ну да, все равно с поэтами поработаем, да? Сегодня. Ну, все, что смогу сказать, скажу. У нас нет задачи, чтобы научить кого-то. Мы делимся опытом. Каждый из вас делится своим опытом. Ну почему, мы научим, азарт научим. Ну, Девочки, Покажем, кто как да, делает, с чего да, начинать, или делал. как начинать. Нет, потому что вот я говорю, лет 20 был руководителем молодежного объединения, потому что там одни и те же ошибки, одни и те же ляпы, уже сколько можно. Ну да, Просто вот. хотя бы вот это элементарное знать и все надо. Но это по прозывным поэтам то же самое. Азы такие, хотя бы теории литературы немного. А то получается так, пишут, как говорят, некоторые говорят, как я исправлять буду, мне оттуда сверху пришло, как я там исправлять буду, нет, надо посидеть. Как Астафьев говорил, писателю прозаика нужен крепкий стол, крепкий стул и крепкий зад. Вот. Поэтому там, конечно, немножко другое. Я говорю, я согласен, стихи пишутся по вдохновению, но потом и поработать над ними надо. Если, говорю, будете в Санкт-Петербурге, зайдите в музей Пушкина, не квартира, а там еще музей рядом есть. Вот я помню «Чудное мгновение», он 19 раз переписывал. И там из всего стихотворения только одна строчка осталась. Я помню «Чудное мгновение», все. Остальное все менялось полностью. Вот. Хотя написал по вдохновению, но поработал хорошо. Лермонтов также работал, вот посмотреть. Вообще советую, черновики посмотрите, как вот. Сейчас же выходит собрание сочинений, там черновиков очень много, как писатели работали. еще хотела добавить. Набело никто сразу не писал, как сейчас. В Хакасии у нас 21 год объявлен годом хакасского эпоса, поэтому мы лагерь посвящаем тоже году хакасского эпоса, и наша тема хакасский героический эпос.
вчера водную лекцию прослушали, мы, к сожалению, не послушали. Уже общее понятие имеете, да? Что это? И как вы, если вы заметили, в наше вчерашнее открытие мы постарались преподнести в форме вот этого эпоса. Если Кавказский до вас богатырский дошло, эпос. то мы Пишется. рады, что И кавказский богатырский эпос. кавказский героический эпос. Есть. То, что я видел где-то богатырский эпос. Да, тогда начнем. Презентация литературной деятельности города Иркутск. Если будут вопросы, можем сразу задавать, да, в процессе? Ну, не расскажешь, потом зададим, да? Либо по окончании. Да, у нас такая интересная ситуация. То есть на самом деле мы с Юрой оба руководители, да, действительно, ЛИТО, и оба редактора, собственно, журнала «Азарт». Но при этом Юра в ЛИТО начальника я зам, а в журнале наоборот, да. Поэтому Синяков нету у друг друга. Хорошо. вот, я думаю, что делаем, наверное, Да, съем. ну вот я расскажу про иркутский СМЛ, то есть вот про нашу работу, с чего все началось, а Максим подробнее остановится уже на изданиях Иркутска, на молодежных и не только, да, ну про журнал расскажет «Азарт». Ну, дело в том, что все мы знаем, что там 90-е, начало нулевых, это такое тяжелое время было, и как-то особо было, может быть, даже не до молодежи, как-то не до занятий искусством, в принципе. Такой особой поддержки, наверное, государства в это время просто не было, да и быть не могло. Но, тем не менее, в 90-е годы и до начала нулевых, по-моему, года до 2002-го, в Иркутске еще продолжала существовать молодежная областная конференция «Молодость, творчество, современность», которая берет свое начало еще в 50-х годах, и она открыла, ну, допустим, таких авторов, как Александр Вампилов, то есть, да, они вот впервые там не поучаствовали, их там узнали. То есть для нашей области это такая знаковая молодежная конференция для молодых литераторов. И вот в начале нулевых она, в принципе, прекратилась, видимо, из-за финансирования. Но в 1998 году у нас есть в Иркутске такая областная юношеская библиотека имени Иосифа Уткина. В 1998 году она стала издавать собственный литературный альманах для юношества. Вот у нас здесь есть один из номеров. Это вот такой вот журнал, в котором печатаются школьники, студенты, там печатают какие-то первые пробы пера. То есть, может быть, там не всегда это профессионально, но тем не менее, когда человек получает право вот такой первой публикации, он как-то зачастую загорается и продолжает писать. И в конечном счете человек развивается, да, и может быть из него в дальнейшем получится автор. И вот именно этот журнал, мы, в принципе, с Максимом оба выходцы из него, и у нас в Иркутске достаточно много вот как раз молодых авторов, которые впервые были опубликованы в нем, почувствовали, значит, вот этот вкус первой публикации. А в дальнейшем, то есть вот журнал основали в 1998 году, где-то с 2005 года в этой библиотеке имени Уткина открыли молодежное ЛИТО при этом журнале. Потому что поняли, что сложно набирать авторов вот так вот на удаленке, с ними как бы не общаясь. А вот когда они открыли, называется, литературный клуб «Перекресток вдохновений», и когда в библиотеку стали приходить молодые авторы, также школьники, студенты, читать свои произведения, обсуждать их и получать какую-никакую критику, да, в ответ на это более-менее профессиональную, работа закипела с новой силой, и таким образом эта библиотека имени Уткина сделала очень большую работу именно для молодых авторов города Иркутска, потому что они стали получать какой-то профессиональный отзыв. Ну, при этом, конечно же, в Иркутске было даже до 2007 года у нас было 2 дома литераторов, ну, потому что у нас представлены 2 союза. Сейчас у нас остался один Иркутский дом литераторов, который представляет Союз писателей России. Так вот, до 2007 года при этих домах литераторов действовали молодежные студии. То есть там тоже как бы велась работа с молодыми авторами,
на более высоком профессиональном уровне. И то есть, допустим, в Иркутском доме литераторов в Союзе писателей России эти студии вели, вот я лично ходил в нулевые к Татьяне Суровцевой, а прозу вел Владимир Максимов, к нему как раз вот Максим ходил, впервые он туда обратился. Первое вообще обсуждение рукописи. Да, то есть, как бы, то есть, несмотря на все сложности, то есть даже в этот период какая-то работа с молодыми авторами велась. Но, допустим, и также при другом доме литераторов имени Марка Сергеева, Союз российских писателей, у них была не молодежная студия, а в принципе вообще раз в 2 недели, то есть там собирались на обсуждение рукописей, там авторы, ну там неважно какой возраст, там были и студенты, там приходили уже там и пенсионеры, там, которые впервые там взялись за перо. То есть, ну, такой формат был, и там тоже шли обсуждения, проводил их Анатолий Иванович Кабенков. И то есть люди могли ходить и туда, и сюда. То есть, в принципе, я ходил в оба дома литераторов, где-то одному научат, в другом доме другому научат. То есть, как бы, такая широта взглядов появлялась, какая-то вот собственная картинка. А в конце нулевых это все лито практически себе при доме, в домах литераторов, они как-то потихоньку угасли, то есть люди не захотели дальше уже заниматься этой работой. И тогда в Иркутском доме литераторов в 2014 году провели такую вот, можно сказать, даже пробную конференцию, которую назвали «Молодые голоса». Но это тоже была такая областная конференция. И то есть мы в ней тоже участвовали, там, заняли там какие-никакие там призовые места, стали лауреатами. И то есть как бы и после этого у нас опять до 2018 года как бы было такое затишье в Иркутской области. А в 2018 году у нас решили возродить вот ту самую конференцию «Молодость, творчество, современность». Ее возродили, провели ее в ноябре 2018 года. И вот эта конференция, поскольку в нее была возможность пригласить большее количество участников со всей области, то есть не только из Иркутска и ближайших городов, а действительно там даже из северных районов, эта конференция дала больший результат, нежели конференция 2014 года, когда было меньше финансирования, было меньше участников. И эта конференция показала то, что у нас в Иркутской области очень много талантливых молодых авторов, с которыми действительно нужно работать. И по итогам конференции мне предложили работу в Иркутском доме литераторов с тем, чтобы я как раз работал с молодыми авторами. То есть вот и в 2019 году, то есть я в этой конференции занял по прозе 1 место, Максим второе, Максим 2 место по прозе. А я уже запутался, потому что да. И призовые места. Да, призовые. И получается, вот как мы стали вести при Доме литераторов, организовали молодежное лито. Почему? Можно я добавлю? Вот, по поэзии у нас Лиза Оводнева заняла 1 место, и по результатам конференции нас троих рекомендовали к вступлению в Союз писателей. Причем эта конференция показала то, что почти все участники и все победители, выходцы из первоцвета, то есть вот... Это из Москвы приезжали секретари, да? Приезжали в том числе... Да, они только имеют право принимать. Да, то есть специально позвали... Там Геннадий Иванов был, то есть... Геннадий Иванова и у нас Скиф Владимир Петрович. И Валерий Харизов был. Там, по-моему, 2 секретаря должно быть. Ну да, то есть там как раз и были приглашены. Только ради того, чтобы, да, чтобы можно было принять союз. И так, ну ладно. Да, в общем, перекресток, эта конференция показала, что перекресток вдохновений как раз вот этот вот литературный клуб, так скажем, при библиотеке, да, Лито, и, собственно, Альманах, они стали кузницей кадров именно для Союза писателей. Вот. Потому что в нулевые и в 10-е только, собственно, библиотека занималась работой с молодежью. Можно еще покрутить. Давай всему господину. Спасибо, что перебил. Ну, как я говорю, главных синяков нету, не подрались. Да.
Так, вот с чего я закончил-то. Так, вот конференция вот как раз 2018 года, и после нее мы открыли в Доме литераторов, в принципе-то, Лито, но в начале 2019 года мы поехали в Химки на совещание молодых литераторов Союза писателей России, это в феврале 2019 года. И там-то, собственно говоря, мы узнали про эту структуру внутри Союза писателей России, Совет молодых литераторов. И тогда вот подумали так, если у нас есть вот официальная площадка при Доме литераторов, где мы проводим молодежное лито, то есть почему бы это лито не подключить в принципе к этому движению с СМЛ, и тогда как бы работать-то будет всем вместе, как бы можно обмениваться опытом, это будет интереснее и продуктивнее. И в общем поговорили с Андреем Тимофеевым, и нам удалось, то есть, открыть в Иркутске отделение СМЛ. И это нам дало, конечно, возможные связи с другими регионами, потому что мы все находимся в прямом контакте, то есть там есть у руководителей свои беседы, то есть мы советуем друг другу, кого из наших регионов, где можно напечатать, то есть, ну, какие мероприятия проводятся, друг друга там приглашаем, ездим, участвуем в разных мероприятиях. И, то есть, и таким образом у нас работа, в принципе, как мы открыли СМЛ, она закипела. А лито мы назвали Аз-Арт, то есть там вышло, вот, все спрашивают, почему такое название. Когда мы собирались, первые 2 раза у нас это все происходили, наши собрания в такой официальной обстановке, под присмотром старших товарищей, и было решено, что у нас там будут такие, давайте поиграем в демократию, решили, а давайте как назовем лито. И в итоге там чуть все не передрались, ну благо у нас демократия, каждый кричит свое, у каждого свое видение этого вопроса. В итоге один паренек предложил название Азарт. Больше он к нам не появлялся, но при этом все проголосовали, выбрали название Азарт. А мы так в голове так почесали, подумали. Ну, азарт это как-то тоже казино. Как-то не совсем это имеет отношение к литературе. И тогда решили разделить на 2, так скажем, на 2 половинки слова. То есть аз, первая буква старославянского алфавита, и арт, искусство. И вот получилось такое вот название, которое с одной стороны веет какой-то стариной, там какой-то каким-то такой традицией, да, а с другой стороны арт это что-то современное, такое модерновое, молодежное, то есть вот у нас в принципе такое название и получилось. И когда мы открыли, собственно говоря, Азарт и наш СМЛ, то есть в принципе у нас это практически одно и то же, у нас получилось при Иркутском доме литераторов лито, вот я это всегда говорю с гордостью, у нас именно не городское лито, а у нас областное лито, потому что к нам одновременно приезжали на лито люди с 4 муниципальных объединений. То есть не только там из одного Иркутска, да, у нас и из Иркутска, и из Иркутского района, и из Шелеховского района, и из Ангарского района, и из Усольского района, то есть даже из 5, да, получается, грубо говоря. Это просто чтобы на лито. А с отдаленными районами мы всегда поддерживаем связь, благо у нас сейчас здесь интернет, сотовые телефоны, мы поддерживаем связь с городами там Слюдянка, Байкальск, Братск, Усть-Илимск, на тоже север области. И когда, вот, допустим, сейчас попозже Максим расскажет про журнал, то есть это привело к тому, что мы действительно благодаря этим связям смогли собрать авторов со всей области, потому что когда спрашивают, почему-то у вас такой толстый журнал, он только областной, а потому что вот просто есть знакомства и связи, и мы сотрудничаем не только с литобъединением, но еще и давным-давно уже дружим со многими библиотеками нашей Иркутской области. И работает у нас Азарт стандартно, это стандартная форма, то есть обсуждение, то есть человек присылает заранее рукопись, заранее мы рукопись читаем, а потом человек приходит на обсуждение, происходит именно это все по кругу, то есть все говорят свое мнение, подсказывают какие-то слабые стороны, сильные стороны, что автору удалось, что ему не удалось, в какую сторону ему, может быть, лучше двигаться, каких авторов почитать. Ну, то есть такая стандартная работа лито. Ну, в принципе, вот в таком формате мы и работали практически вот до этой пандемии, когда мы не смогли собираться, потому что нам бы это на самоизоляцию всех отправили, это было запрещено. Мы стали собираться вот там уже, скажем, на природе, то есть там выйти куда-нибудь.
Ну, это, допустим, год назад летом, осенью еще можно было, зимой уже, понятно, на природе особо не соберешься, там не пообсуждаешь. Ну, сейчас, когда вот нас весной открыли, мы опять стали собираться, обсуждать рукописи, но, честно скажу, то есть пока мы не набрали тех оборотов, которые были до этой пандемии, потому что у нас на лито приходило до 20 человек, а сейчас, если 6 человек пришло, то это мы уже считаем, что это уже хорошо, лито состоялось. Ну, будем работать и дальше, чтобы привлекать людей. Да, и еще вот одна, конечно, такая важная деятельность нашего лито, несмотря на то, что у нас вот есть альманах «Первоцвет», несмотря на то, что в Иркутской области есть журнал «Сибирь», мы поняли, что своих авторов мы должны, наверное, все-таки печатать сами, издавать сами. И именно поэтому пришла идея создания собственного журнала. То есть потому что вот при всем наличии журналов, допустим, молодому автору пробиться в журнал «Сибирь» это практически невозможно. То есть мы туда сами там напечатаны буквально вот один-два раза, то есть это очень сложно, у них очень высокая планка, там не каждый профессиональный писатель туда может попасть. Или там, допустим, «Первоцвет», он не всегда настолько объемный, чтобы вместить, допустим, всех авторов, которых можно, в принципе, напечатать. И поэтому, несмотря на все эти издания, что кажется, что вроде у нас все хорошо в порядке, мы вот ощутили вот такой голод по публикациям. И, ну, как говорится, если там критикуешь, предлагай. Ну, вот мы предложили и создали свой журнал. Про него сейчас расскажет вам Максим Живетев. Начать он может, думаю, со «Сквартирников», про которые я молчал. Откуда, собственно, журнал-то и родился, наверное. Да, а вопрос есть к Юле, кстати? А вот в этот журнал «Сибирь» какие авторы по Сибири ходят? Только Иркутская область? Нет, этот журнал, там авторы со всей России, там да не только из Сибири. Ну так же, как «Сибирские огни», «Новосибирские дни», «Ночи», Кто-нибудь у нас «Красноярские». публиковался здесь? Нет, Подавали? здесь никто нет. У нас «Сибирские огни» и господи, «Дни и ночи», я только что сказал, по-моему. Красноярск. Да, вот там публикуются наши авторы. Огни Кузбасса, наверное, да, еще? Нет, а туда нас это... Не Кубаса, это только... Синельников только публиковался. И А все. молодые авторы из Хакасии могут у вас публиковаться? Где? Вот, ну, из Хакасии молодые авторы у вас могут Базар? Допустим, в публиковаться? «Азарте». Да, вот, ну, в вашем. Вот. Это же молодежное издание, да? у вас? Да, в молодежном издании. Да. Да, Есть могут такое у нас делать. Ну, сейчас У нас Максим расскажет. очень у 2 нас, года, но могут, да. Теоретически, то есть могут, то есть. Для начала свои, а если Да. место Да, то останется... есть там У нас у нас ограничения. очень ограничения от Минкульта. Ну, сейчас Очень Максим много. расскажет. То есть, в принципе, у нас в очереди Анатолий Бимаев стоит. Илья Новиков. Ну, и, то есть, я думаю, что в «Базарте» мы опубликуем Хакасию в следующем году. То есть, Не, ну, Просто вы на этот сейчас год уже приедете всё домой, знаете. надеюсь, там что-то будет Да. в журнале. Отклик Да. какой-то Немножко литературный найдете. подвинете. Нет, это, кстати, да. Похвалите Это нас будет. немножко. Да. Это, конечно, будет, в этом году это обязательно. Да, у нас такая интересная мысль родилась. У нас журнал заканчивается рубриками «События». Здесь мы рассказываем о там, фестивалях. Ну, в первом номере это международный фестиваль имени Ванфилова театральный прошел. Фотографии на сайте возьмите. Дом литераторов. Это вот, можно как раз, да, и каждый номер у нас завершает рубрика, открывает рубрика вступительное слово моего главного редактора, а закрывает рубрик статья Юрия Харлашкина, каждый номер о деятельности как раз Лито Азарт. Куда мы съездили, в каких библиотеках выступили, в каких крупных мероприятиях поучаствовали, и в том числе, где участвовали и азартовцы. То есть, в любом случае, тут уже Там Ну, я смотрю, там досье на нас. досье. Печать-то цветная, могут и цветные фотографии быть. Или не, Можно. фотографии цветные не делаете? У нас все-таки, да, мы экономим, у нас внутри только черно-белая печать, а обложка, вот иллюстрации только идут цветные. Причем это вот такое мое, моя задумка была, и, честно говоря, она оправдалась, это то, чтобы не просто подбирать художника,
который бы иллюстрировал журнал, а на каждый номер подбирать автора, профессионального, причем художника желательно, да, вот, который еще сам же пишет стихи и прозу, и уровень текстов должен дотягивать до публикации в журнале. То есть вот иллюстратор первого номера Ирина Железняк, она же дизайнер, она же верстальщик этих двух номеров. Она То же есть- автор. И она же автор рубрики Ну, «Поэзия». если она не автор, она еще гонорар попросит за рисунки. Вот. Ну, наработал зарплату. Только не на Я камеру, тоже говорю, пожалуйста, давайте про литературное зарплату. объединение, какой-то олигарха пригласить надо. Так, в общем, да. Поэзия в прозе Ирина Железняк. Причем над журналом работали именно молодые авторы. И я пошел на этот... То есть мне предлагали профессионального корректора, в том числе из Сибири и из Первого Цвета. Но эти корректоры берут очень большие деньги Это тяжелый труд очень. за страницу, да, и это действительно тяжелый труд. Я представляю уже, я мысленно уже это даже... Вот. Это тяжелее, чем труд редактора. Я это уже почувствовал, вот, пока делал Азарт. Поэтому мы взяли, собственно, вот, кстати говоря, у Юры первое место в 2018 году в молодости творчества современности, у меня второе, а третье место у Екатерины Куйдиной, причем она тогда не в Иркутске жила, кстати говоря, а в Усолье. Вот, у нее третье место тоже по прозе, и она, собственно, была корректором журнала. То есть мы все три победителя по прозе этой вот областной конференции, собственно, мы журналы делали вот именно литературную составляющую. И я пошел на этот, во-первых, действительно риск взять корректора, так скажем, все-таки из районной газеты у меня опыт был. Но цель моя была, чтобы вот Екатерина Кудина, как автор еще собственных, да, прозаических текстов, прочитала вот эти вот все 600 страниц, прежде чем их напечатаем, потому что я думаю, только редактора и корректора читают этот журнал от корки до корки. То есть цель была именно обучающая, чтобы она увидела, как пишут вообще все, и чтобы она подросла как автор. И я думаю, что это ей помогло именно развиться еще дальше как писателю. Вот. Ира Железняк, которая вот верстала журнал, по ходу верстки первый номер она, честно, всех еще читала. Второй она уже не глядя верстала, как она сказала, вот. Потому что уже все устали, и времени уже поджимало, и все. Но пока она читала именно отобранные вот нами с Юрой тексты, и изначально мы ее хотели опубликовать, и она хотела публиковаться в поэзии. И в какой-то момент она мне сама пишет уже, причем мы уже понимаем, что у нее стихи довольно слабые, вот, мы не знали, что делать, да. Хотя, ну, они публикабельные, но вот как бы... Корректора жалко терять, да? Оно Да, правильное, но верстающий, правописание. да. Это вот, да, про Ну что ж критиковать, про корректор исчезнет. И она сама мне позвонила или написала, что мои стихи, наверное, в Азарт не подойдут. А почитайте мои дневники прозаические, и присылает ссылку. И мы с Юрой просто открываем, и у нас просто челюсть отвисает, потому что это надо публиковать. То есть вроде прозаический текст, собственные переживания, вот, дневники, которые она выкладывает в интернет, но при этом они написаны вот с вот этой вот поэтичностью при этом русского языка. То есть, и, собственно, я так понимаю, да, Юра меня поддерживает, что просто, когда она пишет поэтический текст, она думает, ой, тут мне надо размер хоть как-то соблюсти, там мне надо еще рифму придумать, а уже о смысле, о подборе слов уже не стоит речь. А когда она берет и пишет просто вот от души дневниковую запись в виде прозы,
То есть она просто пишет, как дышит. Вот. У нее музыкальный слух, наверное, очень хороший. Да, у нее вот и самое интересное, что действительно талантливый человек, талантлив во всем. Вот я вот в театр ходил полгода-год, например, да. Вот. То есть очень много авторов, которые пишут стихи, прозу, там, пьесы и так далее. Как минимум половина из них еще либо композиторы, либо певцы, либо художники, либо театралы, а часто еще и все это вместе в одном флаконе. И вот, например, да, вот Ира Железняк, это вот яркий пример. То есть она профессиональный художник. Она выучилась на дизайнера в Иркутском политехе и еще в Екатеринбурге в том числе. Вот. И, кстати говоря, вот эта вот задумка, чтобы как-то отличаться от других изданий и иллюстрировать журнал вот именно вот поэтами и прозаиками молодыми, плюс еще которые профессионально рисуют, она все-таки себя оправдала, потому что я так понимаю, что как минимум 7 авторов, поэтов в основном, кстати говоря, не прозаиков, да, это, видимо, вот поэтический взгляд такой, в основном поэты. Ну, прозаики тоже рисуют некоторые, но меньше. Вот. То есть, как минимум, уже на 7 номеров у нас есть молодые художники, которые еще и публикуются, и уже опубликованы в этом журнале. Ну, вы же подарите в Дом литераторства? Да, то есть... Почитать интересно. Да, один мы уже вчера подарили, ну и, собственно, вот все, что вот вы видите на столах, мы этого возить отсюда не собираемся. Я намекаю, что тяжело вести. Да, это, Лучше подарить. Вот. Не подарить. Кстати, Анатолий Григорьевич Байбородин, да, вот журнал «Сибирь», он главный редактор журнала «Сибирь», он передавал привет. Вот. И, собственно, я ему сказал вначале, что я везу журнал «Сибирь». Нет, тут можно же договориться, Да. нам сибирские огни присылают. И он как бы, Ленин да, ночь присылает, по-моему. в общем, он Теперь в Сибирь. Он ждет ответного Алаверды, но он не расшифровывал, что именно. Ну, у нас С этим разберемся. Да, вот в 3-м номере «Сибири», собственно, За 20-й год. за 20-й год, то есть в 1-м номере 19-го года были опубликованы в «Сибири» победители 1-е, 2-е, 3-е место по поэзии и по прозе, то есть 6 человек, молодых авторов, победителей, собственно, НТС. Причем с кровью и потом все-таки уговорили главного редактора, да, Анатолия Григорьевича Байбородина. Надо спасибо сказать. Он пообещал, что он нас опубликует. Потом, в общем, его еще надо было поуговаривать, но тем не менее, вот 6 молодых авторов были опубликованы вот в 2019 году в 1-м номере «Сибири». И вот в 3-м номере 2020 года тоже Анатолий Григорьевич сделал щедрый жест, и там вышло 4 молодых автора. Любовь Головина, Дмитрий Максимов и мы с Юрой, собственно. Вот 4 прозаика, которые опубликованы в этом 3-м номере. И критику на этот 3-й номер, на этих 4 авторов, причем очень такого, как бы это сказать, как я его в вступительном слове главного редактора, да, 2-го номера, он действительно такой язвительный, такой хороший, едкий критик. То есть у нас в Иркутске... Сатирик. Да. Сергей Петунин из Новосибирска, он пишет вообще обзоры на книги, которые занимают, там, участвуют в этих во всех премиях, то есть на премиальную литературу, то есть там на Водолазкина, там, на Гузельяхина, то есть вот он на них пишет такие едкие обзоры, а тут мы обнаглели, попросили, напиши на нас. Ну вот он расстарался и, в общем, нас очень, так скажем, потрепал маленько, и при этом мы сами это еще и напечатали Ну, в журнале. при условии, что он в нашем современнике, вот в том году, уже после публикации, кстати, в Дарте, да, он в том году стал лучшим молодым критиком, да, то есть лауреатом вот как раз нашего современника за год.
как раз за статью о водолазке, где он, собственно, чуть ли не его графоманом называет. Вот. Да, поэтому попасть в один ряд уже, что мы такие же графоманы, как водолазки. В качестве примера. Да. Решили на Чуковского также написать, Корнеев Чуковского. Ну к чему читали еще, ну ни к чему не прискребешься, а потом, а как из маминой спальни, и началось. Там милиционеры все вышли. Все так он в таком стиле примерно действует. Вот. Даже чего нет, то найдет. Я его попросил, то есть я уже знаю, то есть мы с ним как раз и в Химках 2 года обсуждались вместе. Я знаю как раз, как он пишет. Я ему говорю, напиши на нас критику, если хочешь. Вот на журнал «Сибирь». Все, да? Как раз на молодых Не до нас на авторов. Сибирь. Да, то есть на вот 3-й номер как раз «Сибири», да, где вот на этих 4 молодых авторов, которые там опубликованы. Чего виноват редактор будет. Вот. И я говорю, можешь не стесняться, в общем, в своих... То есть я знаю, какой ты критик, и можешь даже по этому поводу не переживать. Вот, как есть, так и напиши, да, вот как ты это обычно делаешь. Можешь танком про нас проехаться, вот. И он, в общем, про Дмитрия Максимова он 1 абзац написал, про Любовь Головину вот столько. Потом проехался по Юре. В общем, разогрелся и в конце проехался уже по мне танком таким, что это сам. И мы с Юрой, когда пришла его статья, а мы вообще планировали самого Андрея Тимофеева, впрочем, в этом номере. Ну, как бы, в общем, Андрей, прости, мы тебя оставим на этот год уже. Вот. И, в общем, мы с Юрой читаем, короче, эту критику, такие все краснеем, бледнеем, нужно ли это опубликовать. Ну он правда так это, то есть, причем меня он вообще раз 5 читал, и потом проехал. Вот. Ну, объективно критика или так, для красивого словца? Как любая критика, да, она в чем-то, я считаю, объективна, в чем-то действительно он увидел то, что не каждый вообще читатель увидит. То есть какие-то моменты действительно Сергей он разжевал и увидел то, даже, может быть, чего даже автор... То есть да, объективно может, так просто. да, где-то даже. Ну, ближе к объективности, Да. скажем так. Там у него действительно вот по поводу если моего рассказа, который в Сибири опубликован, то есть, ну я сейчас, например, ну, то есть у меня, например, пустая строка между абзацами, да, это начало новой мысли, да, без цифр. Начало новой сцены даже. Вообще новой сцены, А да. при публикации в журнале «Сибирь» эту строку убрали, и получилось, что И у там Максима в рассказе разные сцены слились. И вот Сергей Петунин как критик, он читает, ну как читатель, да? И он-то понять не может, что происходит, почему герои были здесь, а тут уже в другом абзаце про других героев. И он думает, что это автор так написал, вот так вот неумело и все прочее. Хотя, то есть в оригинале этого не было. А в оригинале там пустая строка идет, разбив кого-то. Нет, иногда часто, почему так делают? Потому что не входит в журнал, Угу. и надо что-то сократить. Раз сократили, и все. Да, там входит, в том-то и дело. Зачем это было сделано? Тогда непонятно. Вот. И, кстати, в «Азарте» этот же рассказ тоже опубликован, его тоже корректор Ира его также слила. Я потом думаю, ладно, не буду я ее мучить, а потом понял, что... Так она как корректор надо... или как редактор? Как она слила-то? Ой, как верстальщик, да. А вот, она просто, когда при верстке, она тоже эту пустую строку убрала. Ты говорю, там Но я свои потом требования же есть. Да, но я попросил все-таки потом ее все-таки давай сделаем. Можно я- Если 2 раза убрали, значит что-то не то. Тогда я вот сейчас еще тоже вставлю маленько. Мгм. Дело в том, что вот Максим так уже говорит. Я сейчас просто хотел бы вам буквально 2 минутки. Вот, то есть почему вот часто спрашивают, да, вот почему вот он такой толстый, да, как областной, да, я уже про это начинал говорить, но вот дело в том, что мы-то пошли действительно хитрыми такими дорогами, то есть вот у нас, если смотреть на содержание, то есть это вполне стандартные рубрики, да, вот у нас сначала поэзия, а потом проза, но это без чего и вообще не будет никакого литературного журнала, это, конечно, у нас рубрика, вот мы так назвали «Критика и литературоведение». Здесь мы печатаем не только литературную критику, то есть у нас там есть театральная критика,
В этом году у нас будет даже критическая Скульптура. статья на скульптуру. То есть как бы мы достаточно такого широкого плана берем критику, чтобы публиковать. Кроме этого, у нас вот в первом номере есть рубрика миниатюры, то есть там, когда человек только начинает писать, ему зачастую сложно составить какой-то там более-менее протяженный сюжет, а вот у него есть какие-то свои мысли, хочется их написать, ну, практически не то чтобы дневниковые записи, какие-то мысли на бумаге, да, если это хорошо написано, почему бы это не опубликовать, да, и это такая рубрика для начинающих прозаиков на самом деле. Есть еще другая для начинающих поэтов. Мы взяли рубрику, назвали ее «Визитница». То есть это люди, которые зачастую первый раз публикуются, либо там второй раз, но они еще как бы широко неизвестны. И вот мы у них там берем одно, там два, может быть там 3 стихотворения. То есть нам присылают этот человек рукопись, там, допустим, на 20 страниц, а мы из всей этой рукописи вот 1, 2, 3 можем выбрать, которые можно напечатать, чтобы достойно представить автора, потому что печатать слабые тексты с тем, чтобы первый раз представить автора, смысла нет, это просто будет медвежья услуга для него же, потому что вот он через 2 года вырастет и скажет, а вы зачем это напечатали? И вот этими рубриками, то есть вот как раз мы и набирали вот эти вот циферки, которые нужны для Минкульта, что получается страниц-то не так много, но, вернее на одних тех страницах можно было опубликовать больше авторов, чем вот в полноценных рукописях, в полноценных рубриках, потому что все-таки хочется представить уже самостоятельных авторов более-менее полно. То есть в поэзии и прозе это 20 страниц на автора. А визитки, да, там можно одно И кроме этого, стихотворение. когда я говорил, вот рассказывал про Лито, я вот из головы совершенно вылетела. Очень такая важная наша деятельность нашего Лито в том, что мы каждый год проводим областные литературные конкурсы. Вот, в 2019 году мы провели, получается, конкурс «Лето поэта». Там принимали мы не только поэзию, мы еще и малую прозу принимали, рассказы, была номинация. В 2020 году мы провели конкурс «Зима фантаста», где мы принимали по 3 номинациям работы. Это научная фантастика, фэнтези и волшебная сказка. Нет, поэтому лето, а почему фантастика зима? В этом году у нас был конкурс «Весна драматурга». В следующем году будет «Осень эссеиста». Не обидятся эссеисты. Осень. Да, и вот получается, что вот как объявляем, вот получается литературный конкурс, к нам со всей области, допустим, ну, по крайней мере, первые 2 года со всей области приходили работы на «Лето поэта, весна драматурга», и вот мы их тоже опубликовали, лучшие работы в журнале, и тоже таким образом еще нашли новых авторов, которых, ну, конкурс это вообще очень удобная вещь, когда можно дистанционно узнать каких-то авторов, открыть из отдаленных районов области, потому что далеко не каждый может там приехать в Иркутск, там посетить Лито. А конкурсы, они же такие, что делаешь рекламу, и, допустим, если мы договорились с библиотеками, да, они эти какие-то репостят объявления о конкурсах, и таким образом мы даже к этому уже не имеем никакого отношения, а люди узнают о конкурсе, подключаются, присылают работы. И вот мы таким образом даже действительно несколько имен открыли, вот, допустим, когда у нас было «Лето поэта», вот мы там открыли Наталью Добаркину, то есть мы вообще с девушкой не были знакомы, а там был такой случай, что я читаю там уже работы, которые пришли, и читаю слабо, очень слабо, невозможно читать, слабо, то есть там ни рифмы толком, ни размера, ни про образный ряд я вообще молчу, то есть там просто какие-то первые пробы пера, и вдруг читаю поэзия. И то есть я прочитал 15 работ, которые откровенно слабые, 16-е, я понимаю, что это полноценная поэзия, что это самостоятельный уже поэт со своим образным рядом. Там, конечно, могут быть там какие-то, может быть, что-то где-то подкрутить, нужно мы не знаю, подредактировать, но это уже тот материал, с которым можно работать. Сомнения не закрались? Нет. Нет, мы все равно все проверяем на эти антиплагиаты, как бы это уже Максим наученный был. И да, то есть таким образом мы действительно открываем с помощью этих конкурсов новых авторов и вот тоже также заполняем ими журнал. Минкульт тоже очень рад, потому что им добавляется география области, откуда и авторы журнала набираются. Ну и как бы А вот конкурсы с временами года, это почему так? По времени
Дата объявления да, дата конкурса. объявления и ну, то есть проведения конкурса. Этот весной конкурс, этот летом. Да, Да, то есть мы еще так Я, вот это разделяем. запоминаю. Но они не ежегодные. Ежегодные, просто мы в разное время года каждый год. То есть лето поэтому провели летом, На следующий зиму год фантаста. опять лето поэта будет. А на следующий на следующий год у нас будет осень эссеиста. То есть конкурс проводится не ровно через год, а 24. Один конкурс в год проходит. да, то есть и вот мы чередуем еще разное время года. Так, и еще такая вот вот то, что нужно сказать, это то, что мы сотрудничаем с разными библиотеками, то есть в свое время мы ездили по области, знакомились с библиотекарями в разных, мы сотрудничаем со школами, с вузами. То есть я, там, допустим, вот сам как выпускник нашего Иркутского филфака, я еще вот, когда мы формировали, допустим, первый номер, я договорился со своими бывшими преподавателями, и они нам просто, они сами свой конкурс проводили на филфаке, как Лик Владимир Гуркин. Это, это, знаете, да, вот пьесу там «Любовь и голуби», это вот из нашей области драматург, вот ее написал, и вот его имени проводили на филфаке конкурс. Там студенты должны были там написать критические отзывы на спектакли, на фильмы, какие-то свои размышления, да. И вот мы его опубликовали во втором номере «Лучшие работы», потому что когда в позапрошлый раз этот конкурс проходил, они его опубликовали результаты лучшей работы в первоцвете. Я здесь позвонил и спросил, а у вас есть договоренность с тем, чтобы опубликовать результаты? Они говорят, нет, мы ни с кем не договаривались. Я говорю, с первоцветом не договаривались? Они говорят, нет, они не будут печатать. Я говорю, так вот, пожалуйста, у нас журнал, мы напечатаем. Мы таким образом набрали еще несколько молодых авторов, которые, которых можно там отнести к критикам, к эссеистам, то есть все равно это литературное Я творчество. даже зачитаю как. Значение образа Володьки Дурачка в пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби», еще с тем же названием, только другой автор. Письмо-ответ Василию от его дочери Оли, письмо-ответ Василию от его сына Леньки, письмо-ответ Василию от его... Студенты филфака. Более того, сейчас нам филфак поставляет именно критические статьи вот на этот год, то есть у нас уже в портфеле... Да, в портфеле журнала 5 лежит критика от 6. молодых авторов, да. То есть 5 критических статей именно от студентов филфака. То есть мы, с одной стороны, набираем как раз молодых авторов, то есть показатели Преподаватели по дают молодежи. задания, и к тому же это дополнительная стимуляция самих студентов, потому что не просто написать какое-нибудь исследование, да, а... У нас также делают преподаватели-то. Творчество писателей. То есть у нас там Анатолия Григорьевича Байбородина, на Гурулева, Мы набрали критику. на мастеров. Да. Вот. И как раз... Так а критику местные пишут? Да. А то у нас местные боятся писать критику, говорят, мы этого человека хорошо знаем, как мы его раскритикуем. Во-первых, критиков. Вы почти критика нет. практически А вы нет. обучают, да? Критиков у нас не обучают на критиков, то есть просто сами студенты, которые, у нас филологи, получается, То есть у нас там есть они не писатели, спецкурсы, они филологи. они литературная могут. критика, есть такой спецкурс, Ну, там- и в рамках его они просто обязаны Татьяна писать. Юрьевна на филфаке критические раньше статьи. работала, Кравченко, она давала задания таким студентам. А сейчас она, по-моему, ушла оттуда. Что-то. У нас почему-то в республике критика очень близко соприкасается, если люди просто не могут разделить критику и отношение человека к тебе. Так вот я и говорю, человека же хорошо знаешь, ну как вроде критиковать, Ну вот именно, что как бы уже нужно личностные разделять. И отношения. как он еще воспримет? Так вот именно, Что что ты со мной общаешься, мы тут с тобой я чай всегда пьем, говорю, ты мне я ж тебя такое по-доброму рассказываешь. критиковал, а потом Ну, все уже не друзья, все друг понимают, друга не бывает знают. по-разному, что, допустим, я какого-нибудь поэта, я просто как поэта его обожаю, я его читаю, перечитываю, но как человека я с ним не могу нормально общаться. Вот просто тянет устроить скандал. А как поэта вот прекрасно, да. Или бывает наоборот, что вот с человеком хорошие отношения, с ним хорошо общаешься, но читать то, что он пишет, просто невозможно, и так хочется, руки чешутся, сесть, написать какой-нибудь пасквиль на него. Так вот, руки-то чешутся, скажешь, да молодец, хорошо вам. Да. Так вот, во втором номере, там где критика на нас с Юрой, да, вот
слово редактора тут небольшое, но вот этот весь абзац – это хвалебная ода критику, который нас же разнес. Ну это аванс, да, к следующей критике. Да, Благодарность. это благодарность, да. И он мне потом, Сергей, пишет: Максим, ну ты меня прям так разрекламировал. Я так... При том, что он когда прислал эту статью, он говорит: Максим, ты там, если что, смикси. Там причем видно даже, что он где-то еще Ну это еще отношения такие держал. дружественные. Да. между- Значит, вы уверены просто в себе настолько, что позволяете себе подобное. А во-вторых, надо молодежи показывать пример да. на критике самого уже себя, что критика это Да, нормально. потому что некоторые молодые, они очень плохо выдерживают критику. Вот. Они думают, что это, Это как вы точно. сказали, что это вот кого-то бы личное отношение высказываешь, ты высказываешь просто отношение к тексту. Да, и вот для того, чтобы молодые вот увидели то, что мы сами вот не боимся на себя печатать суровую критику, когда нас там, не знаю, там по камешку просто разгоняют, чтобы они видели то, что здесь нет в этом ничего страшного, и как бы любого можно критиковать, и нужно к этому адекватно относиться. Не нужно Я обижаться на тоже критику. вас же критикуют для того, чтобы вы лучше писали, лучше были специалисты. Все. Да? Ну это даже не Точка молодые. роста. Да, для всех уже. Еще при этом критика это отдельный жанр общелитературный. Это не значит, что, допустим, объективная оценка, ну, конечно, да, что-то писатель оттуда берет, что это просто отдельный жанр именно литературная критика. Там тоже есть своя эстетика, своя оценка, свое понимание. Ну, я лично отношусь к критике так. Нет, ну, совершенно согласен. Ну, критика это даже Она вообще не столько о литературе, я бы сказал. Допустим, Это высказывание точки зрения на предмет или явление. что делает критика критиком? Это у критика есть своя точка зрения на какой-либо вопрос. И, допустим, Да, если да. он читает произведение литературное, которое посвящено этому вопросу, он это произведение использует в качестве иллюстрации для высказывания своего мнения. Совершенно С верно. чем он согласен, Да. с чем не согласен. То есть это даже такое опосредованно использованная литература Да, получается. поэтому критику нужно изучать как отдельный вид литературного творчества. Ну, она такие И, например, да, Филфаки. У нас таких критиков нет. и я, например, во второй номер уговаривал вот Любовь Головину, которая вот как раз в Сибири, да, вот в 3 номере опубликована. Ну, рукопись уже, давай, пришли, она говорит, ну что-то, в общем, она там, потом я ей уже звоню, говорю: Люба, мы в этом номере опубликуем критику, в том числе и на тебя. Она говорит: ну то есть надо прислать рукопись, чтобы еще было. И она прислала рукопись. То есть отчасти, и она, потому что она тоже филфак, да, закончила. И Московский литинститут она даже закончила. Да, причем в Москве Вот. закончил, да. И она понимает, что, ой, если будет на меня критика, я ж все, я настоящий писатель. Да, что, да, вот. Что, главное, тут же какой вопрос, говорил, что заметили. Да. Да, это же Если вариант не раскрутки, грубо критикуешь, говоря. да. Всё равно же. На каждого же критику не будешь писать. Оно заметно. И по поводу конкурсов, да, я что еще, наверное, скажу, что первые 2 конкурса проводил все-таки Литуазарт, а вот в этом году конкурс уже вывели на уровень, то есть его организаторами были Союз писателей и Иркутский дом литераторов. По поводу участников, первый вот конкурс «Лето поэта», там 16 участников пришло и по прозе, и по поэзии вместе. Ну, мы потом, причем, кстати, да, 1, 2, 3 место, вот, да, Наташа Добавкина вот тоже здесь опубликована, именно уже в поэзии. И 2 место Зоркальцев, он за год подрос, причем ему тогда было 17 лет во время публикации, то есть сейчас Там стихи опубликовали, которые написали в 16, то есть там, в допустим. 17 лет попасть в азарт в рубрику поэзии, это Вот я и надо хочу постараться. почитать. Вот. Так хорошо Сейчас рекламируете, Я, надо кстати, почитать. прям, кстати, то есть у него уже видно, как бы есть, конечно, элементы, он еще себя ищет, но при этом Ну, максимализм еще никто не отменял. Максимализм Всё-таки у него возраст. это 17 Но лет, зато, всё, да, всё. но зато чувствуется, что это поэзия, то есть как бы, что он понимает, что он делает. И вот он как раз еще школьником был, опубликовали, и сейчас он учится, вот, он окончил, получается, 1 курс, да? в Новосибирске, В Новосибирске на филфаке. То есть он даже в Иркутске не стал поступать, в Новосибирск. А Баскоты никого не посылали в литературный институт? Ну, в литературный нет. Ну, К нам, посылали. наоборот, оттуда приезжают. Нет, у нас литературное объединение было, допустим, человек туда ездили, учились прямо.
Учились, Вот все. с Литвой институтом у нас связи Да, нет. сколько 3 человека стали исследовательскими записателей России. А вы сами не являетесь членами Союза писателей? Нет, Нет, мы Все приняли их. с 19 года в Союзе. Да, и одна из причин действительно возникла, кстати, как журнал. Еще 4 года будете писать рекомендации. Ну да. Вот, то есть после вступления в Союз, вот, так скажем, в положение, да, что каждый член Союза вносит свой вклад, какой считает нужным. То есть, по идее, ты можешь лежать, вступил в Союз, лежать на диване и больше ничего вообще не написать. Ты член Вот и Союза. сейчас. Раньше это, если не публиковалось, исключали сразу. Ну вот, да. Автоматически. И вот у меня после вступления в Союз действительно мечта всей моей жизни осуществилась. И чё? И как жить дальше? Что, другая Жизнь мечта была? прожита, да. И пришлось себе поставить новую задачу, новую мечту, и вот создать журнал. То есть просто себя растормошить где-то через 3-4 месяца. Причем, что я в науке, когда работал, да, мне было действительно интересно общаться с редакторами и секретарями редакций именно научных журналов. То есть я пишу научную статью, посылаю в ту или иную редакцию журнала, и мне было даже интересно не собственно публикация, а вот именно как со мной работает тот или иной редактор, либо секретарь редакции того или иного научного журнала. И вот этот опыт, который я действительно получил в науке, вот именно вот общение с множеством коллег научных журналов, мне это больше даже действительно понравилось, и я считаю, что как бы те 11 лет, что я провел в науке, они даром не дались, потому что вот этот опыт, он как раз, то есть мне вот это нравится. Ну подход такой выработался. Да. Ну вот сейчас ты достиг свою вторую цель, да, вот издаешь журнал «Азарт». Дальше какие-то цели тоже, наверное. Дальше издавать. Да. Во-первых, да, надо Ну, когда с азартом проблемы будут, тогда и подумать. Да, потому Ну, что что заранее? там же такой вопрос, то есть пока что журнал-то он издается на субсидию. Субсидия на ежегодная, это разовая акция. Вот в прошлом году нам дали деньги и издали первые 2 номера. А в этом году мы опять собрали, вот Максим собрал документы, отправил на субсидию, еще не факт, что мы ее выиграем, честно-то говоря. Мы же этого 100% не знаем. Но если выиграем, то мы в этом году опять делаем 2 журнала. А что нам делать в следующем году? Опять То есть, писать. опять писать на субсидию. Так и То есть было. это каждый раз вот, пробивать одни и те же двери нужно. То есть месяц жизни в году входит А только, какие-то чтобы программы, написать может проект. быть, есть на уровне вот, правительства, также Минкульта, чтобы это не ежегодное было, да, вот разово ты заявился и поддерживали это фонд Нам нужно, какой-то? нам нужно, 23-м, да, возможно. нам нужно дождаться 2023 года, потому что мы уже подходили в Минкульте разговаривали по поводу того, чтобы поставить журнал «Азарт», так же как журнал «Сибирь», в госзадание, и тогда деньги из бюджета выделять на его издание. А сказали, что бюджет области расписан до 2023 года. То есть в 2023 году, когда будет формироваться бюджет еще несколько лет, можно будет от Дома литераторов подать эту заявку на Ну, опять постоянное... же, насколько она пройдет, не пройдет, да? Ну, это уже сейчас Ну, делать так это надо. нужно, это Значит, нужно делать. Нет, то есть, сейчас уже чтобы она надо прошла, нам нужно постоянно выдерживать эту конкуренцию и доказывать от номера к номеру, что мы Постоянно публикуем. печатать. Да, постоянно печатаем и еще высокого уровня тексты. Потому что если мы начнем уровень снижать, то к 23 году нам скажут, ну если вы такую чепуху печатаете, зачем вам Говорится, тогда всех подряд. ставить? Да, то есть мы тоже себе это не можем позволить. А у них, получается, ну вот в правительстве, скажем так, вот наверное, есть человек, скажем так, который обладает, ну, скажем так, некой компетентностью оценивать ваши тексты ежедневно, ежемесячно? Насколько я знаю, вот общаясь с представителями Министерства культуры, они там разбираются в культуре и в искусстве. То есть там работают девушки, с которыми есть о чем поговорить, они читают книги. Даже когда я, вот маленько про себя скажу, когда я 1,5 года назад приходил в бухгалтерию, то есть там бухгалтера сидят в Министерстве культуры, они говорят, так, Юра, где твоя книга? Мы ее уже полгода ждем. Нам нужна твоя книга, мы ее хотим почитать. То есть там специалисты есть, которые... То есть там даже бухгалтера читают книги. Ну, Вот так. читать, опять же, иметь образование, да, чтобы была компетенция разбираться, как вот мы сейчас про критику говорили, это другое. Нет, там, которые сидят на всех этих проектах,
кто этим занимается, и мероприятиями, то есть у них там есть соответствующее образование. То есть, Ну, грубо говоря, надо о себе постоянно напоминать, мы здесь, ребят, не Да, забудьте. это без этого никак, конечно. то есть по прошлому... Потому что, да, вот еще, что мы самое-то главное не сказали. Ну, не самое главное, ну вот почему нам нужно постоянно о себе упоминать. Потому что наше ЛИТО, Азарт, оно в Иркутской области, да ладно, в области в Иркутске, оно не единственное. Сейчас очень активно молодежь, очень активны многочисленные поэтические площадки, которые считают, что над текстами не обязательно работать, достаточно выйти на сцену, взять микрофон, подключить музыку, музыка сгладит сбойки ритма, заштрихует плохую рифмовку, и вот так вот это практически музыкальная композиция перед вами звучит. То есть то, что мы прощаем, не знаю, песенным текстом, знаете, да, что есть вот песенный текст. Если его читать с листа, то это невозможно, это не поэзия. А под музыку нам нравится. А вот здесь, когда поэзию пытаются притянуть к песенному тексту, ну, предлагают потом, хотят, давайте опубликуйте в Азарте и присылают нам эти тексты, мы читаем, а там просто клейма ставить не на чем. Так печатать просто невозможно. И таких площадок в Иркутске предостаточно. И они тоже, им там лет по 20, 22, 23, там, да, там 30 лет, да, то есть этим организаторам этих площадок, они очень активные, они активно используют и современные там технологии, да, то есть там они знают, как там все эти, там, допустим, не то, что там просто там, да, там, как можно срежиссировать видео, как наладить, допустим, на сцене свет, то есть у них там есть свои какие-то профильные образования, театральные, там еще что-нибудь, да, то есть они как бы вооружены вот этим спектром современных там технологий, каких-то знаний, но при этом они во всем этом хороши, вот, кроме того, что у них пробел именно по части литературы, они чего-то в литературе хотят сделать. И вот они тоже очень активны, они знают хорошо законы, они знают, куда нужно и когда обращаться, они также подаются на те же самые субсидии, гранты и конкурсы, в которых участвуем мы. И то есть такая конкуренция это есть, поэтому здесь спать Молодые, нельзя. харизматичные, амбициозные, Да, ну пробивные. мы были бы только за, если бы у них были бы высокого уровня Талантом тексты. подтверждалось. Да. Вот, но при этом в том году, да, я в Минкульте общался, когда подавал заявку и когда вот и выиграл, что я как бы, ну, они не имеют права говорить, да, по проекту, ну, все равно нечаянно все равно проговаривается, вот, что они видят, где проект, ну, по заявке и по результатам, причем за предыдущие года, кстати говоря, вот, то есть где это, там, как это называется, уровень студенческий, вот это вот, уровень самодеятельности получился, то есть они еще в 2019 году, например, выделили финансирование на разные проекты, в том числе молодежные, и они же по факту видят, что это вот уровень действительно культурный, да, профессиональный, а вот этот проект на выходе получился уровень самодеятельности. И они как бы, то есть они в Минкульте вот как раз видят результаты, уже на следующий год, конечно, такие проекты уже стараются не поддерживать. Это хорошо, что видят. Да, это вот продолжение того, что... А то могут измениться ситуация, надо будет именно вот таких вот продвигать и продвинут. Да, ну в том-то и дело, что проблема-то в том, что это, допустим, вот, ладно, это областной Минкульт, да, а вот, допустим, когда вот были, подавайтесь, там, говорят, я не знаю, там, да, вот там на Тавриду, да, там, какие там фонд президентских грантов, еще что-то. То есть, то же самое, когда мы были в прошлом году на Химках, приезжали представители вот как раз арт-кластера Таврида, и стали рекламировать Тавриду, что вот приезжайте, у нас там тоже есть гранты, участвуйте, побеждаете, вот вам дадим деньги, и все прекрасно, делайте свои проекты. Проблема-то в том, они приехали в Химки и начали рекламировать Тавриду, при этом мы там все организаторы знаем, что организаторы Химок подавались на Тавриду с тем, чтобы Таврида профинансировала сами Химки. Они отказали. Но при этом имели такую смелость приехать на сами Химки, которым отказали в финансировании, и рекламировать сами себя. При этом Таврида не будет, допустим, на журнал, вот журнал, деньги нельзя давать. Нужно на издание книги деньги нельзя давать. Деньги можно давать на
не знаю, там организуйте на берегу Байкала там песни и пляски. Ну, это, Перформансы. вот Да. это, пожалуйста, это культура, понимаете, это культурная программа, то есть, да. А вот какой-то действительно результативный проект, который настроен действительно на поддержку культуры, да, не дадут, им нужны какие-то шоу, Нет, ну а перформансы. если заложить, получается, в качестве результата вот эти вот... Это в 23-м году, они же говорят, только... То есть, ну, это, Как фестиваль, а да, это это можно, Ну, чтобы нет, заложили фестиваль, 23-е, они дадут нужно- деньги. Нужно Да, сейчас есть их такая бить и бить, возможность. бить Можно постоянно. сейчас уже, да. Ага, Нет, то есть сейчас так- надо начинать. Прежде Чтобы они чем, просто сказали, да заранее лучше всё дадим, готовить. чтобы отстали. прежде чем пойти в Минкульт в том году подавать заявку на журнал, я пошел еще в Министерство по молодежной политике Иркутской области. А, ну, есть такие. Да, и мне прямо сказали, что на журнал мы, наверное, не дадим. Ну, и Тем шоу более у вас можно, и есть шоу спи- может быть. Да, Поэтому на фестивале, они дадут. на шоу, на все что угодно, тогда мы дадим денег. На журнал нет. Тем более есть Сибирь и Первоцвет. у нас Министерство молодежной политики тоже самое говорит. Да. Вот. И, собственно, у меня проект был и в том году, и в этом. Причем в том году это действительно по направлению периодическое издание, там просто причем было именно вот издание, и министерство попросило написать и презентацию. И 8 муниципалитетов области объехать, несмотря на эпидемию. Да, У нас Министерство культуры с пониманием относится. Да, то есть у нас Если- в прошлом году номинация называлась на субсидию издание периодического издания, как-то так. То в этом году там издание периодического издания и презентация. В том числе в литературе. Ну, правильно. Прямо уже явно Им же под надо наш, отчет под посылать. наш журнал. Да, и прямо при этом, номинация. когда Максим в прошлом году писал заявку, он-то писал в заявке издание и презентация. То есть они формулировку Максима же Ну, взяли. презентацию надо ярко провести, как шоу. Тогда нет. Оценит. Но вы же не можете ограничиваться выпуском только лишь журнала, например, да? Проводите, вам же надо проводить какую-то работу с молодыми авторами. Мгм. Например, Вот литературное литературный объединение. Так вот, у нас фестиваль, Лито потом действует. по итогу То есть, Есть вы конкурсы, выезжаете, да? есть, по области. презентуем журналы, мы не только презентуем журналы, выступаем сами, то есть, это все по программам Дома литераторов, то есть там выступления писателей по области. а так конкурсы пока. Хоть Мы- хочется фестиваль на Байкале. И Да, на то Байкал есть и- приедут. Ну, Для повышения ну, это еще, уже еще есть такой, пока времени. да, еще есть такой пункт, как, Ну, если не Россия. как социальная значимость проекта. И, допустим, вот мы журнал «Азарт» презентовали в колонии для несовершеннолетних. То есть там в санаторной школе-интернате для там, там практически дети-инвалиды, да, то есть как бы в этом году Максим задумал проект с, не знаю, там, Презентовать журнал в библиотеке, Для в школе, слабовидящих. для А надо еще на слабовидящих. УФСИН выйти, как вот мы так, Вот так мы вот, же так если мы в работаем. колонии уже были, у нас уже привлекать, чтобы они тоже участвовали. есть благодарственные письма от ГУФСИНа Иркутской области. Они богатая организация, могут и деньги выделить. Нет, у нас просто соглашение с УФСИН тоже мы вот в 2020 году заключили. И, соответственно, они тоже участвуют в наших конкурсах обязательно. И прям очень много заключенные, они и участвуют. И сами и начальники. Ну мы вот в колонии для несовершеннолетних Иркутской области, Бурятии. Забайкальского края и Бурятии. Бурятии, да. То есть у нас под Ангарском она есть для несовершеннолетних. То есть мы эти журналы тоже презентовали и оставили, и там есть несколько заключенных, кто пишет. Вот. И как бы вот. То есть вот во втором номере уже конкретно есть статьи, как писать стихи, ну, в такой легкой, простой манере, даже для как раз для читателей. И вот, собственно, критика на прозу, то есть, как, грубо говоря, надо или не надо, да, писать. И, в общем, вот вы тут пока в колонии сидите, если вы хотите писать, вы можете вот почитать, да, вот, можете научиться получше еще писать, может быть, мы вас даже опубликуем, если это будет. А вы как главный редактор и заместитель публикуетесь тоже? Или только предисловие и... Ну без этого как? Извините, себя В не первом номере публиковать. мы опубликовали себя. Есть, да? Да, в первом номере опубликовали.
Да, вот первый номер у нас Владимир Петрович Скиф открывает, второй Антипин, да. На этот год первый номер, я просто в проекте уже прям расписал пофамильно, кого мы публикуем в рубриках. Игорь Корниенко из Ангарска. А второй номер этого года все-таки роман Кирилла и Мефодия. Хотелось бы 2 главы, но, видимо, будем только половину Да и вообще первой. не обязательно. Я все-таки считаю, что Кирилла и Мефодия нужно опубликовать, потому что у Юры там есть, собственно, вот ровно до того момента, как Кириллу, да, книгу дать. Кириллу. Когда Кириллу дарят книгу, которая потом, то есть не свиток, а книгу, то есть инкрустированную драгоценными камнями, золотыми, там, серебряными пряжками, там, бархат, и стоит эта книга как целое состояние. Вот. И это Юра очень шикарно пишет, что это не свиток, который можно взять и пойти взять в библиотеке, а это вот книга произведения искусства. И вот, собственно, вот до этого момента, включая эту сцену, потому что одна из целей, конечно, еще журнала, это пропаганда чтения отчасти, и писательского Ну, как раз труда. Про Кирилла и Мефодия, когда уже там в мае, по-моему, или в июне, Конкурс. День славянской письменности-то. Вот. Да, то есть туда, когда... Предугадать. А вот то, что я прислал сюда на обсуждение, да, вот по прозе, я надеюсь, что я до конца года все-таки допишу эту повесть, да, и, может быть, она будет открывать уже первый номер следующего года. Конечно, задача тяжелая и сложная, но надо попробовать. Вот. А так, да, вот в первом номере мы как бы о себе рассказали, свои тексты, а дальше особо... То есть вот я Юру печатаю, и он сопротивляется. То есть как бы да, мы понимаем, что лучше мы кого-нибудь такого напечатаем. И, в общем, это вот и хочется себя напечатать, и вроде и как-то и зачем. Вопрос. Хочется, и ладно. А там отбросить можно все. Территорию журнала хотите расширять? Да, хороший вопрос. В общем, смысл в том, да, что мы вот в этих 2 номерах 70 авторов до 40, короче, больше 20 авторов до 18 лет. Удивительно просто получилось. 50 авторов до 30 лет, по-моему, 60 авторов, ну, примерно, от 0 до 35. Вопрос только Вот, про другое. 7, вот. Но в этом году мы только, наконец-таки, охватываем полностью всю Иркутскую область в этом году. То есть Бодайбоир, Богачон, вот вообще вот уже периметр весь всей Иркутской области у нас в этом году будет охвачен точно. И в этом году заявлено 2 автора не из Иркутской области. Да? На каждый номер. На каждый номер. Да, министерство Уже не против. Ну, смотрите, Министерство говорит, сколько мы же не знали, когда первый раз подавались, а в итоге оказалось, сколько вы укажете, столько и можно будет. Вы много только не указываете. Ну, когда первый раз указывали, Максим просто указал на каждый номер по одному автору не из Иркутской области. А нам потом сказали, ну если бы вы указали 2, то вы бы и 2 бы могли напечатать. Ну вы уже указали одного. А мы же не знали изначально против этого. были, что только местных. Особенно вот городской журнал у нас есть пока. Там только местных печатают. В общем, с Нового года объективно для развития журнала одной Иркутской области уже мало будет. То есть для дальнейшего развития журнала, то есть дальше только по самоповторениям заниматься. И по идее, наверное, со следующего года надо уже переходить, все-таки рискнуть, взять себя, так скажем, за шкирку и делать все-таки уже его всероссийский, может. То есть, вам, мне кажется, все равно надо ориентироваться на российский уровень. Конечно, да. То есть у нас есть Ну, даже тут, такая идея. с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо будет. То есть цель СМЛ Иркутска Да. это вырастить кадры в Иркутской области. И, собственно, журнал этим и занимается. С одной стороны. Авторы из других регионов нужны только вот как бы для обмена опытом, чтобы знали, чем Да. занимаются Уже там, с одной стороны, свои регионов. журналы есть. Вы на их Да, потому территории что они залазите. Должны быть.
И вот оригинальный журнал, почему бы он не может стать российским? Вот, ну, это же зависит уже от вас. То есть Не, ну да, всё это постепенно, тоже вопрос всё уровня. Да, у нас постепенно. сейчас российских журналов. То есть у нас почти еще есть нет. идея о том, чтобы, допустим, выпускать не 2 номера в год, а 3. То есть 2 Да, номера да. для Это иркутских отдельно. авторов и 3 как дополнительный номер для авторов из России. То А есть там, вот такой возможно, у вас вариант и еще. спонсоры появятся на ваш, ну, допустим, на качественный контент, потому что все-таки такая литература, она как бы все равно это же культурный фонд реальный. То есть это реальная культура, которая русского языка. Да, потому А в этом есть востребованность на российском уровне, не только на областном. вот в той же, вот в Чите в прошлом году ведь издали сборник «Анон». Как раз они всероссийские сборники издали, вот там авторов из СМЛ, то есть там опубликовали, и своих авторов местных, молодых, да, то есть, и причем финансировали, насколько я понял, это их Забайкальский Минкульт, но им в каждом все-таки регионе какие-то свои условия, им поставили другие условия, нежели нам, им сказали, что вот давайте проведем интернет-голосование, если вы там наберете, допустим, там 500 голосов за, то вам выделят деньги на это издание. Ну, всей России, всем СМЛ напряглись, проголосовали, и в итоге вот им выделили деньги, то есть. А Нам может, таких российских условий никто не ставил. По-моему, нет журналов сейчас. Нет, но все равно Были- же есть же... Были Октябрь, потом эти, а сейчас и тоже региональные. На Москву работают все. Нет, ну, некоторые. мы же, ну, какие журналы читаем центральные? Но они тоже чисто Все равно же московские не уже на нас стали. же рассчитано, все равно как бы как на объективное Нет, потребление. ну тот же наш современник там со всей России печатает авторов. они Он есть. Там печатает, у нас да. и из Больше Иркутска, своих? Как бы. Туда не Ну, попадешь. поэтому, если, допустим, с Иркутска такой журнал раз, он выстреливает, почему бы нет, ну, как бы. Но это уже надо совершенно другое Да. финансирование. Там зарплаты должны быть у людей. Непонятно, Прочее. а там и спонсоры, может, подойдут. Ну вот, допустим, есть Ну, спонсор журнал, не даст на один журнал, а на второй. Нет, имеется в виду, есть вот в Калининграде На вот бюджет. Игорь Голубь издает альманах Веретено. Ну, по сути, это журнал, потому что там и с критикой, и со статьями. Но он за свой счет его издает. Ну, Он надолго за его свой хватит. счет. То есть берет кредит и сдает Да. журнал. Да, Там ну, уже просто уже... Ну, прямо как это в 19 Журнал, веке да, брали. Веретено, вот кредиты. он у него называется. Есть журнал, но вот, получается всероссийский журнал вот выходит в Калининграде. Просто вот Так они объявляют себя или действительно печатают? печатается всей России авторов, то есть там вплоть до того, что там и из Якутии печатают, и из Дальнего Востока. Нет, я с позиции, допустим, какой смысл Министерства культуры Иркутской области поддерживать всероссийский журнал? Ну Да. так Смысл они, нет. нет, а так они поэтому не Вот я поддерживают. говорю, То есть там мне одного-двух авторов поддерживают. можно, а так То есть если... в том Смысла году нет. и в этом мне Министерство культуры прямо говорит, да, если вы хотите печатать всю страну, подавайтесь на Вот. федеральный уровень. И вот сейчас идет в данный момент, собственно, мне в министерстве об этом, собственно, и сказали, да, и, кстати, они информацию об этом конкурсе разместили у себя в соцсетях, Министерство Иркутской области, да. Идет сейчас конкурс до конца июля, фонд, Президентский президентский фонд, Просто фонд, почему я про инициатив. журнал? То у него тираж какой вот у Веретена? Трудных инициатив. А там, по-моему, 100 экземпляров. Вот. А всероссийский журнал не меньше 500 тысяч должен быть тираж. Ну, Вот. это другое Вот это дело. будет считаться всероссийский журнал. А что 100 экземпляров? Это так местное и все. Ну, тут еще У нас есть, уже 300 экземпляров, если тоже только для своих. Ну, опять же, то есть сейчас не каждый еще читает бумажный журнал. Сейчас у нас есть интернет, где можно Ну, есть. выкладывать. И почему издание, у которого, допустим, он может набрать 500 тысяч просмотров, то есть, а чем это не всероссийское тогда издание, если 500 оно в интернете тысяч. нашел? Вряд ли, конечно. Кстати, да, Ну, жур- чисто теоретически, вот, допустим. на журнальном мире я специально, когда вот сейчас заявку в Минкульт подавал, я посмотрел просмотры, только постранично я не стал, конечно, смотреть, я посмотрел только содержание журнала «Азарт» вот на журнальном мире. То есть за полгода, грубо говоря, ну, декабрь можно не считать, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. В общем, да, за полгода 600, ну, 500-600 просмотров. Это мало. Это только содержание посмотрели, да. Ну это открыли, прочитали до стихотворения, закрыли, можно Да. сказать. Вот, то есть 2 просмотра в день в среднем.
Вот. Раньше-то тиражи всероссийских журналов было 5 миллионов, 10 миллионов. Вот это Сейчас другие всероссийские. условия. Да, Что вот это теперь? было всероссийские журналы. Теперь нужно работать в тех условиях, Наш которые у нас современник есть что-то сейчас. около миллиона Да, тоже да. был тираж. Раньше интернета не было, поэтому и средства информации. А в 25 году поднимает да. почти на 200% стоимость книг на бумажном носителе будет. Вообще тогда никто читать не будет. Нет, сейчас книги становятся, видимо, теперь уже частью, наверное, декоративного искусства типа. Ну, Да. как в средние века. Да, не, на самом деле, потому Я что много сейчас читаю. книга теперь уже Говорят, Не тоже читает больше много, читают. но где-то Читает, приходишь, да. Аудиоформат. да, приходишь в книжный магазин, Не надо книжка. декоративность. нет, книжка, допустим, раньше она стоила 100 рублей, а сейчас 1000 рублей. Ну, извините, тут, естественно, пойдешь в интернет и будешь в интернете читать. За 1000 рублей детскую книгу, это тоже конец Чуковский, Майдадыр. 100 рублей, а сейчас 500 рублей. Это такая тоненькая книжечка. Ну, и вот конкурс, Это кстати говоря, этот самый «Зима фантаста», наверное, вот из 2 журналов, вот этот вот объем, это вот именно конкурс, который, это тексты, которые лучше мы отобрали, и победители лучшие тексты именно «Зимы фантаста». Вот, а то и больше. 8 страниц, 90, по-моему. Да. Вот, и там было вот 40, ну, просто научная фантастика, фэнтези, сказка, и мы действительно набрали рекордное количество участников и текстов, то есть там 42 участника, 46 заявок, то есть кто-то 4 человека 2 раза подались на 2 номинации. Вот. И половина, чуть ли не там, треть текстов мы напечатали. То есть победители в 1 номере, а те, кто не дотянул чуть-чуть, мы их во второй. Вот. Но дальше мы наоборот усложнили задачу, и в этом году уже даже не от СМЛ, да, а от Иркутского дома литературы провели вот эту вот весну драматурга, было всего 2 а в участника. жюри кто 2 входит? участника. Жюри-то конкурса. Мы с Юрой. Во-первых, Да. мы к себе Не, ну это в компанию берем либо сотрудников Дома литераторов, либо членов Союза писателей России. Либо людей, либо которые тех, одной... других. Местных или... Нет, то есть местных из Местных. Иркутской области. То есть у нас вот главный редактор «Первого света». Ну это понятно, всегда, что редактор всегда в жюри входит. Вот. Сколько у вас сотрудников Дома литераторов и кто они? Сами Да. пишете? Она же замдиректора. Так, Дома сколько у нас литературы. сотрудников-то? Давайте сейчас посчитаю. Директор, замдиректора, а потом так, методисты Светлана Вячеславовна, Скиф, я. Потом у нас есть методист, который театральный режиссер, 6. У нас своя театральная студия при Доме литераторов есть. И так, бухгалтер. Так, потом получается и делопроизводитель, и инженер, потому что нам инженер необходим, поскольку мы размещаемся в памятнике, да, то есть здание памятник архитектуры там, федерального значения, поэтому нам инженер необходим, мы еще после ремонта до сих пор не можем отойти, и постоянно какие-то бумаги нужно переделывать, документы. Вот получается у нас 9. Дом литератора. Дом литератора Иркутской области, получается, да? Да, это у нас областное учреждение. Теперь 7. Ну там же у нас еще и редакция журнала «Сибирь» располагается, то есть там, допустим, там у нас, получается, 10 главный редактор Анатолий Григорьевич Байгвардин еще тоже располагается, его там рабочее место. Ну, Сибирь это оплачиваемый редактор, а у вас оплачивается, нет? Что у нас оплачивается? Вот это? Так нет, это же на субсидию. Нет, ну себе зарплату-то закладываете или так? Я в Минкульт прямо Там- сказал, можем ли мы его продавать, когда встал Да, то вопрос есть о нам сказали, что зарплате, продавать можем. чтобы хоть То есть как-то зарплаты нет, как редактору такого. официально зарплаты нет. Всё. А на продажу можно Пока. вынести. Да, на продажу можно. То есть откопировать дополнительные... По себестоимости вот один номер 600 рублей, 610. Вот это себестоимость по субсидии Ну, вот официально. За 600 вряд ли. 250, да, экземпляров? Да, 250, то есть За 200 суммарный рублей будут тираж брать. 500, да. Вот.
Катались презентовать, значит, я получаю зарплату и поехали по району презентовать. То есть вот свои субсидий на все этого даже не хватило. То есть у нас- Поэтому фонд заработной Да, платы понятие да. такое относительное. Да. То есть как бы... Но да, в Сибири есть все Ну, конечно, официально. У Сибири есть, конечно, Да. это. То есть вот это просто частная инициатива, частный продукт. Максима Живетьева по субсидии, по именной субсидии, а это да, по госзаданию сдается журнал. То есть совершенно Да. разные статьи бюджета. Да. Ну, так же, как сибирские огни. Да. Да. Журнал это продукт, Одни и ночи это вот как азарт. презентация это... Там тоже услуга для спонсоров все сидящих. держится. Вот. Там было и не Причем сеяно, сибирские всё. огни, они еще его продавать имеют право, Да. потому что он у них видно на каком-то софинансировании, то есть там Ну, видно не, еще ну, спонсоры полностью есть. это все. Там, скорее всего, спонсоры есть еще какие-то, поэтому Там можно много продавать. всего. То есть по финансовым, то есть 250 была субсидия, и условия Минкульта в том году было, в этом году они отменили, еще софинансирование не меньше 20%, то есть 50 тысяч плюс 1 копейка, да, еще софинансирование. Ищите молодого автора среди миллионеров. Да, ну, у нас там несколько предпринимателей Во-во. есть, но они сюда не горят пока, не Вы до них давай. дописываете. Так, ну, вроде все у нас, Да. там время-то уже вышло. Интересно было Ну, послушать. вроде все. Наверное, Если да. вопросы какие-то еще есть. Вопросы есть? А, Ваши поэтические кумиры. Может, Поэтические кумиры? прозаические, скорее. Ну, мои поэтические кумиры это все просто. Это такие авторы, как Сергей Есенин и Даниил Хармс. Это очень логично. А у меня, наверное, Пушкин и Некрасов самый интересный. Причем Из у меня, прозаиков причем у меня Булгаков, поздний Есенин. То есть не ранний, не белые березки. Да, и, то есть поздний Есенин, как раз там Москва Кабацкая, Черный человек, там вот эти вот вещи. И Хармс. Хармс, а там рядом Маяковский стоит, нет? Маяковского я не Причем? очень люблю, потому что, мне кажется, это тот пример, когда человек своей музе наступил на горло в угоду своим политическим каким-то устремлениям. Ну, это такое мое мнение, только из-за этого. А мне в школе очень нравился Максим Горький. Ну, отчасти потому что тезка, да? Ну, рассказывай. Вот, да. И я думаю, то, что у нас в журнале как раз стихи в прозе и проза в стихах, да, так А, сказать, да, это Гончаров, потому- кстати, это влияние как Максима Гончарова Горького. читали же, обрыв особенно у него, не самого Обломова, а вот обрыв. Мгм. Мне вот нравится вот стиль такой изумительный, вот стилист настоящий. Мне как-то больше воспринимаю лучше именно, даже мне это как-то интереснее, форма рассказа. То есть вот недавно как раз, да, точно, я же еще не сказал, то, что я еще в нашей областной библиотеке имени Молчанова Сибирского веду школу молодого литератора «Шмель», так ее назвали. Вот где-то мы ее в марте открыли. То есть я там раз в год читаю там лекции, вот у меня последняя там лекция была как раз в июне, и я там рассказывал, собственно говоря, про традицию именно формы рассказа в русской литературе, то есть как бы с чего он начинается в начале 19 века, да, и как она трансформируется там в течение 19 века, то есть там в начале 20-го. То есть там постмодернизм я уже там брать не стал, я говорю, так это большая отдельная тема, о ней можно потом говорить, то есть как бы, да. А вот то, что вот рассказы, они как форма, грубо говоря, если мы обратимся, там еще начинаются вот, повести Белкина, по сути дела, это сборник рассказов. Это как раз форма рассказов, но именно в эту эпоху еще, грубо говоря, рассказ как жанр не оформился в русской литературе. И причем, заметьте, что там циклизации были популярны, те же самые «Вечера на хуторе близ Диканьки», да, либо сама структура «Герои нашего времени», да, это роман в рассказах, по сути. То есть, как бы, да, это такая вот циклизация была. И то, что вот мне как раз интересно, вот как изменяется эта форма рассказа, и, допустим, мой один из любимых авторов это Всеволод Гаршин, то есть я считаю, что вот он такой, грубо говоря, первооткрыватель, наверное, классического русского рассказа, то есть после него там уже, может быть, там такие самые заметные изменения ввел уже Чехов. То есть, ну, а дальше уже пошло там, по накатанной, там, Леонид Андреев, то есть, ну, вот, я говорю, это вот мне вот такая больше форма нравится, такие авторы запоминаются как-то, что именно, мне интересна сама форма рассказа, как она видоизменялась, то есть, там, ну, где-то до Булгакова,
Да, и А, этих ранних современных? рассказов. Михаил Веллер там, судя уже целая теория рассказов, как писать. Ну, Веллер, Кстати, да, Веллер- это все современное Вот словоблудие, понимаете? Если это все читать, У него то очень там, много то там можно рассуждений, голову целая сломать. книга на тему рассказов. Ну, у него есть все о жизни, ну, как-то, зачем мне все о жизни Нет, у знать? него именно вот есть как писать рассказ, большая такая статья. Ну, довольно умная такая. Нет, Веллер, он, кстати, интересный автор, на мой взгляд. Ну, это интересно, вот я просто обратил внимание, что тут Он, как конечно, рассказы выдумщик пишутся. такой оригинальный, но по соцреализму, по вот этому явлению, которое произошло именно после свержения царской России, допустим, он там интересные вещи пишет. На мой взгляд, конечно, опять-таки это субъективно, но тем не менее. А в июне у Юры была очень интересная лекция по детективам. Он как раз рассказывал, как... В мае, да? В мае. В общем, подробно, по каким канонам строится детектив, какие бывают виды детектива и все Кстати, такое. интересно было И послушать. потом слово за слово, и он приводит в пример Донцову. И давай на 20 минут. А танцевать? Нет, а у меня во время лекции открылся канал в космос, и я понял, что я, в общем, люблю все раскладывать по схемам, это все-таки какое-то филологическое образование дает себе знать, я какой-то такой структуралист, в принципе, и я как-то сразу матрицу представляю вот этой жанровой формы. И я расписал там тип героя, какой бывает, в зависимости от жанра, ну, в детективах, да, а какой там сюжет, как он строится, из каких частей состоит. И я начинаю, если брать произведение Донцовой и разбирать вот по этой схеме, там, где знак плюс, нужно везде ставить знак минус. То есть, если то есть, там главный герой детектив, то есть это значит какой-то человек такой со сверхспособностями, да, допустим, как какой-нибудь там, не знаю, этот Конан Дойлевский, да, Шерлок Холмс, да, то, допустим, у Донцовой человек со сверхспособностями, но с какими? Вот, допустим, там Даша Васильева, она преподавательница французского языка. Ее сверхспособность, она знает французский язык. Все, она глупа, как пробка. Она ведет расследование и всегда находит преступника, а при этом ведется параллельное расследование и там каким-нибудь ее знакомым, который настоящий там полицейский детектив. И в итоге она находит одного преступника, он говорит, ты все правильно раскрыла, кроме одного. Преступник не этот человек, а другой. То есть, да, то есть детектив наоборот получается, наизнанку у нее. То есть, причем вот по всем вот этим структурным показателям, поэтому я на 20 минут про Донцову так. А я до этого как-то никогда не задумывался, мне как-то особо неинтересно это было. А во время лекции оба оказываются точно, а это антидетектив. На этом все построено. Да, и Сейчас такая- прорекламировали Донцову, как Да. будете ее Да, теперь да, читать. Ты не думал, а он может просто троллить, как зритель. на самом деле. Так в том-то и дело. Ну, не, специально так пишет. Это даже может быть Марина- как-то отнести к традиции, не знаю, Марина, вот постмодернизма, она возможно. сама даже полковник такую полиции разновидность. была, поэтому она делает другая подача материала. Донцова свое. Да. Да, наверное, А скорее, я это сижу, не слушаю и постмодернизм, думаю, а просто что понимание пошло в этой того, как жизни не так. это может быть. Юра рассказывает про Донцову. Да, ну вот так, да. Может, ребята, еще есть вопросы? Да, надо закругляться уже. Да, если Пересидели. нет, то перекур минут, не знаю, сколько, 15-20. Тут уж много, 5. Ну, спасибо вам за 10, сообщение, интересно было 10, послушать. а потом реально. И не больше. В Ютубе материал будет. Да. В общем, со следующего года надо уже на Спасибо. федеральную Спасибо вам большое. Да, ну и, наверное, тогда надо журнал-то передать сейчас. Да. А какой В смысл общем- позже? Кому интересно, можно полистать. Мы его читаем. Да. Критиковать не